1 марта по инициативе Нурсултана Назарбаева создается Ассамблея народов Казахстана. Сегодня одна из главных особенностей конституционного органа – представительство интересов этнических групп в парламенте в целях сохранения единства общества и недопущения глубокой поляризации политической и социальной обстановки в стране. 29 апреля 1995 года казахстанцы должны были ответить на вопрос, согласны ли вы продлить до 1 декабря 2000 года срок полномочий президента Республики Казахстан Назарбаева, всенародно избранного 1 декабря 1991 года. Положительный ответ на поставленный вопрос дали 95% проголосовавших. В 7 часов утра 30 августа 1995 года открыли свои двери более 10 тысяч избирательных участков по всей стране. Начался общереспубликанский референдум по принятию новой Конституции Казахстана. 89% пришедших избирателей высказались за новый главный закон республики. После обсуждения в проект главного закона было внесено 1100 поправок. Изменились 55 из 98 статей. В мае 1995 года банкнотная фабрика официально была открыта, и президент страны показал всем собравшимся первый миллион тенге, напечатанный на казахстанской земле. В республике появились тенге номиналом 200, 500 и 1000. Причем отечественные банкноты не уступали по качеству и степени защиты своим более ранним импортным коллегам. 27 мая официально перевернута страница ядерного прошлого. В одной из штолен Семипалатинского полигона уничтожен последний ядерный заряд. Немногим ранее все оставшиеся боеголовки были вывезены в Россию. За годы работы полигона на нем произвели 456 ядерных испытаний, из которых 116 были наземными или атмосферными. Общая мощность взрывов в 2500 раз превысила мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. В 1995 году для иностранцев были созданы условия для покупки акций приватизируемых в Казахстане предприятий. Взамен с инвесторов требовалось вкладывать деньги в развитие производства, наращивать его объемы и брать на себя обязательства по имеющимся у предприятия долгам. Благодаря инвестициям в 1995 году промышленное производство в республике выросло на 13,6%. Инвестиции в нефтегазовый сектор Казахстана сдерживало отсутствие законодательства, четко прописывающее правила работы в отрасли. В 1995 пробел был ликвидирован. 28 июля глава государства издал указ о нефти, имеющий силу закона. Документ в том числе прописывал, что нефть, находящаяся в недрах, относится к собственности государства. Указ стал основой для развития отрасли. Именно с 1995 года Казахстан начал наращивать объемы добычи черного золота. 23 октября постановлением правительства создано республиканское госпредприятие агентство «Хабар», генеральным директором которого стала Дарига Назарбаева. Первое время среднесуточный объем вещания «Хабара» составлял всего около 5 часов. Телеканалу выделялось эфирное время на Казахстан-1.